Спасибо, Тимур, спасибо, Даша. Я думаю, что вы эту актрису, конечно же, знаете, хотя бы по сериалу «Закрытые школы». А, впрочем, это легенда советского и российского кинематографа, что не фильм, то история, что не героиня, то национальная. Поэтому достаточно сказать, что сегодня в гостях программы «Новое утро» народная артистка Советского Союза Людмила Чурсина. И вместе с ней мы перелистаем страницы нашей замечательной истории. Ничтожество. Провалил все наше дело. В шаге до финала. Все ваши опытные образцы не сверхлюди, а не дочеловеки. Супружеская неверность, политические козни и интриги, адюльтер и умение выжить в современном буржуазном обществе. Об этом комедия, которая была написана 100 лет назад. Но вопросы актуальны и сейчас. Даже свою героиню Людмила Чурсина сравнила с одной весьма знаковой персоной истории искусства. Людмила Чурсина недавно работала в Казани в спектакле Павла Сафонова «Идеальный муж» по трагикомедии Оскара Уайльда. Я играю леди Маргарет, такая... Ну, я знаю даже таких женщин. Это, Господи, Царство Небесное. Это такая, ну, в прошлом Великая Вишневская, но характер у нее был похож на леди Маргарет, которая всегда менторски все судила, все говорила. И, значит, безапелляционно. И, как говорится, так и я, в общем, так сказать, в лицо люблю, потому что мне терять нечего ей. Она достаточно богата, достаточно уже пожила, взросла, и поэтому она может откровенно говорить, что парламент, чем больше старается быть полезным, тем больше приносит вреда. И вообще парламентская, сказать, деятельность. Дурной народ деревенский наши люди. Очень мне хотелось еще увидеть вас. Или не я? Давай. Жить надоело. Людмила Алексеевна, интересна ли вам та мыльная продукция, в которой даже и вы принимали участие, будь то закрытые школы или интерны? Уже такой откровенно мыльной продукции сейчас нет. Уже пришел какой-то опыт, уже мы отстроились от всех этих, кто-то богатый тоже плачет и так далее, и так далее. Уже появились сериалы по Достоевскому, Хотиненко снимает замечательно. В общем, нет, очень серьезные сериалы. Вот я сейчас... вы знаете, так насчитала, у меня что-то за последние 3 года. Вот есть 2 больших картины и несколько сериалов. Но, вы знаете, я не берусь 250 серий, я берусь 12-8 серий, где, в общем, я понимаю, что мне это возможность сочетать с театром. Сейчас языком Галины Брежневой, Екатерины Фурцевой, Валерии Чкаловой и других представителей московской политической элиты разговаривают актеры. Вы понимаете, ну хорошо, что они... хотя уже Достоевского играл Женя Миронов. Вы знаете, ну что делать? Понимаете, читать биографии, труды Фурцевой, хотя я ее лично знал, это была, в общем-то, удивительная женщина. Я не сужу, как ее сыграла актриса, моя коллега. Не сужу. Тем более я видела так кусками. Я не знаю, как она сыграла другая актриса Галину Брежневу. Но, вы понимаете, актеры в последнюю очередь должны отвечать за это, потому что это есть продюсер, есть какой-то совет, есть... И потом, как говорится, раз это востребовано, другое дело, что потом все равно песни будут, потом, может быть, я не знаю, сказать, насколько сказать, образ каждой из этих женщин очень отличных друг от друга, с очень сложной, сломанной судьбой. У Брежнева, так сказать, просто изуродованная судьба всем, и, так сказать, тем, что она была дочерью генсека, все. У Фурцева она по-своему, так сказать. В общем, мы все очень зависим от многого в этой жизни, поэтому я не знаю. Зачем сидишь до полуночи у растворенного окна? Кого ты ждешь, о ком страдаешь? Заветных песен не поешь.
Итак, это была народная артистка Советского Союза Людмила Чурсина. А тебе, Тимур, и тебе, Даш, я советую посмотреть хотя бы что-нибудь из черно-белого советского кинематографа, и все будет хорошо. Наша программа продолжается, впереди еще немало интересных моментов.